Добрый день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полужеста, с полуслова. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивность». С вами ее ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить сегодняшних игроков. Сегодня вместе с нами играют победители муниципального этапа молодежного фестиваля «Мусустарт». Итак, давайте поприветствуем первую троицу. Это педагог-психолог школы номер 19 города Якутска Наталья Горохова. Эту же школу сегодня представляет учитель истории и обществознания Ирина Филиппова. И замыкает тройку первой команды воспитатель детского сада номер 102 «Подснежник» Дина Булах. Добрый день, девушки, очень рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Ярких, красивых. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда называется «Пушка». Наш девиз: мы команда просто класс, победим мы всех за раз. Наталья Горохова, педагог-психолог школы номер 19 города Якутска, работает в школе уже 4-й год. Вместе с командой учителей родной 19 и сотрудниками детского сада «Подснежник» подготовили для молодежного фестиваля «Мусустар» проект «Детские ручки добрым людям», который направлен на нравственно-патриотическое воспитание и охватывает всех жителей нашего города и республики. В рамках проекта учителя вместе с воспитателями и ребятами облагораживают свой микрорайон «Птицефабрика», разукрашивают подъезды детскими рисунками, словом, стараются сделать город красивее, ярче и чище. Учителем истории и обществознания в 19-й школе Ирина Филиппова работает уже 2-й год. Ее классы — это ребята с 5 по 11 классы. Ирина признается, что многие ее ученики, в частности старшеклассники, увлечены историей 20 века, а точнее историей Великой Отечественной войны. У самой Ирины любимый период — это 19 век. Это период правления Александра I. Отечественная война 1812 года, восстание декабристов на Сенатской площади, правление Николая I и отмена крепостного права. Малыши старшей группы детского сада «Подснежник» свою любимую воспитательницу Дину Булах четко и уверенно называют Дина Сергеевна. Хотя совсем недавно она была просто Дина. Выговаривать ее отчество ребята учились постепенно. Наша улыбчивая героиня обожает свою работу и своих малышей, а еще увлеченно рассказывает нам о совместном проекте, который они подготовили для фестиваля «Мусустар». Их работа направлена на развитие творческого потенциала у детей для полноценного формирования личности, чтобы в дальнейшем получить человека порядочного, а порядочный человек, в моем понимании, это человек, знающий свои права и обязанности. Делится с нами Дина. А сейчас я приглашаю вторую команду. Возглавляет вторую тройку Алексей Макаров, учитель физкультуры детского сада номер 102 «Подснежник». За ним следует Джулус Рожин, педагог дополнительного образования школы номер 19 города Якутска. И единственная девушка в команде – это Мария Васильева, учитель начальных классов 19-й столичной школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Скажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Да, наша команда Альфа. Наш девиз: выше нас только звезды. Учитель физкультуры детского сада номер 102 «Подснежник» Алексей Макаров признается, что современные дети совсем не спортивные. Но задача Алексея – это исправить. На сегодняшний день его подопечные – это 2-я младшая группа, то есть малыши 3 лет, которые просто обожают подвижные игры, а Алексей Семенович это с радостью поощряет. На наш вопрос, как его называют дети, Алексей, смущаясь, ответил: «Семёныч». А вот Джулуса Рожина дети называют Джулус Валерьевич. И никак не иначе, ведь с ним не забалуешь. Перед нами строгий учитель истории и советник директора по воспитательной работе школы номер 19. Карьеру учителя Джулус начал с прошлого года, а до этого работал социальным педагогом. У Джулуса прекрасный тембр голоса, и мы не случайно это отметили, ведь его хобби – это дикторство и озвучивание текстов. И он с удовольствием вместе с командой принимает участие в фестивале «Мусустар», где можно подчерпнуть что-то полезное для себя, многому научиться у приглашенных экспертов и, главное, получить массу ярких впечатлений. А вот учитель начальных классов столичной школы номер 19 Мария Васильева в фестивале «Мусустар» очень хочет победить. Мы не хотим, чтобы наш проект завершился этим фестивалем. У него большой потенциал, он должен и будет жить дальше и развиваться, горячо рассказывает нам Мария. И мы верим, что так и будет. Учителем начальных классов Мария работает 7-й год, и сейчас у нее 3-клашки.
Вместе с ними она с удовольствием рисует, признается, что это неплохо у нее получается, а значит, она прекрасно справится с нашим заданием, где нужно рисовать. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, то, собственно, и начнет игру первыми и станет командой красных. У нас всегда начинает игру команда красных. Учителя городских школ задают вопросы, и поскольку мы первыми в этой студии пригласили команду «Пушка», вопросы школьной программы сначала звучит для вас, и внимание на экран. На какие группы можно разделить части речи? Так, вопрос из курса русского языка. Программа начальная. Прекрасно. Мне кажется, нет. 5 класс. Так, учитель 3-й школы, учитель русского языка задал этот вопрос, и, девушки, у вас есть уже, наверное, свой ответ, да? Какой? Давайте мы подумали и решили. Это будут существительные, прилагательные, глагол и дополнение, да? Или это не туда, я уже... Часть речи, да? Хорошо, ответ ваш принят. Давайте сверимся с учителем русского языка 3-й школы и узнаем, так это или нет. Части речи можно разделить на самостоятельные и служебные. Самостоятельное – это как раз-таки имя существительное, глагол, а служебное – это вот какое-то местоимение, дополнение и так далее, да? Насколько я помню из курса школьной программы. Вопрос из школьной программы теперь звучит для команды Альфа. Внимание на экран. When is Christmas celebrated? Супер. Нужно ответить на английском. 23 тогда. 23 декабря. 27 знаете. Классно. Merry Christmas. No. 20. Давайте мы
облегчим, да, вам задание. Seven. Нужно будет перевести вопрос и ответить на Мы поняли, когда празднуется Рождество. И Ну вот, 27 or 23 on 27 либо December. 23? Да, считаете, December. Декабря, да? December. Хорошо, ответ Кстати. принят. Мария, вы согласны, да? Merry Алексей? Christmas in Russia or... Кстати говоря, когда, в какой, В какой стране, да? ну, какой Ну, из я country? полагаю, что если этот вопрос задает учитель английского языка, она имеет в виду не ну тогда Россию. 7, Да. 7, ну, Не January. Россию. Имеет в виду... Не Россия. Ну да. Ну, если российская 7, А если а нет? если нет, то 23 либо 27. Я не 27, по-моему. Окей. 27 декабря. Ответ принят. Слушаем правильный ответ. The Christmas is celebrated on 25th of December. 25. Да, 5. Пятое. Вот все ровно среднее. 24 на 25 у нас Да. рождественская ночь. Ага. Так, пока ни одного очка нет, да? А второй вопрос из школьной программы для команды «Пушка». Внимание на экран. Какой камень, используемый в ювелирной промышленности, добывают только в Якутии? Пожимая плечами, ваш ответ? Алмаз. Алмаз? Ну почему так не уверена? Но сверимся, да, с учителем? Камень, который добывают только в Якутии и используется в ювелирной промышленности, это чароит. Да, чароит только у нас бывает именно в Якутии. Ну, алмаз тоже у нас, но не только у нас. Второй вопрос для команды «Альфа». При каком правителе Крым впервые вошел в состав российского государства? Екатерина II. Джулус. Екатерина II. Ну, Мария и Алексей. Согласны? Согласна, история. С учителем истории спорить не будем, да? Давайте сверимся с учителем истории третьей школы, так это или нет? Крым вошел в состав впервые при Екатерине Великой. Абсолютно верно, у вас есть одно очко. Поздравляем. И давайте по последнему вопросу из школьной программы. Пушка для вас. Какая известная историческая личность становится героем романа Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка»? Какая историческая личность? Какая известная историческая личность? Береги честь молодости. Так, девушки, и ваш вариант какой? Наш вариант учитель истории. Суворов? Александр Суворов, да? Ваш ответ принят. Давайте сверимся с учителем истории. Известной исторической личностью произведения Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» становится Емельян Пугачев. Пугачев. Да, это вопрос от учителя литературы, я ошиблась. И последний вопрос для команды «Альфа». Ну, да. Какому предмету посвящен труд Евклида «Начало»? Да, это из курса математики. Ну, история математики, наверное. Какому предмету? Что она сказала, да? Каков плане предмет? Учебному предмету? Я что-то... Да, да. К какому предмету, да? Труды Евклида. Может, русский язык? Русский язык, литература. С подвохом, скорее всего. У вас уже есть в запасе есть. одно Ну да, очко, давайте поэтому вы русский язык и можете... литература скажем. Давайте сверимся. Труд Евклида «Начало» посвящен геометрии. Ну, учитель математики задал Ну да, вопрос, поэтому подвоха, собственно, и не было. Итак, получилось таким образом, что команда «Альфа» у нас заработала одно очко, поэтому она становится командой красных, а девушки присаживаются на синий диванчик. Меняемся местами.
команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, в какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Если так получится, что если кубик покажет вам цифру 6, подождите, Алексей, я сначала договорю, да? В этом случае свой вопрос вам задаст преподаватель филфака СВФУ. Это будет вопрос от филолога. Нужно будет на него ответить. Эта же участь вас может поджидать в конце нашей игры. Если шагов у вас останется меньше, чем показал кубик, нужно будет справиться сразу с двумя заданиями. Опять же, вопрос от филолога и пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. Если вы справляетесь сразу с двумя заданиями, значит, вы победили. Давайте покажем, что Мусустар — это фестиваль не только интеллектуальный, но и креативный, творческий, а вы люди как раз такие. Так, Джулус, А, да? вы можете... Или Алексей. Команда. Алексей вроде бы хотел бросить кубик. Ну, неважно. Джулус, бросайте. Команда 3. красных стартует. 3. 3 — это пантомима. Вначале, Джулус, подходите к нам. Так, выбираете это я туда, да? Это желтый фон пантомима. Нужно будет изобразить без слов, без звуков вот эту вот фразу или слово. Мгм. Поехали. Так. Слава. Зал. Здесь. Можете по-другому показать. Комната. Помещение. Спальня. Телестудия. Студия. Так, Осталось 10. правильно показать. Меньше 10 секунд. Давайте. Варианты ответов. Ты. Очень легкая, по идее, Россия. Россия. Можно показать. Да, вот Россия, а вот это все. Нет, вот это сложно. Слово Джулс, вроде бы присаживайтесь, легкое. ваша фишка пока не двигается с места, а присоединяется к игре команда Типа синих. душа. Наталья, бросайте Так, кубик. кидаешь, да? Ага. Только не 6. Лишь бы не 6. Лишь бы не 6. Как раз 6 будет. 4. Говорить. Говорить. Это надо будет словами объяснить, не используя однокоренные слова. Антонимы, синонимы, вот это вот прямо всю. Поехали. Мы детей возили куда-то, на чем-то это детей СВО. Вспоминай. Так, на упряжках, Ага. собачьих упряжках. Но это надо две вот так вот. Кто это? Гонка собачьих упряжках. Нет, Эстафета. надо слово в Эстафета. слово. Эстафета. Нет, гонка. Гонка в упряжках. Оленях упряжках. Гонка. Гонка. Гонка в собачьих. Убери это первое. Гонка. Ага. Потом это кто? Собака. Время. Наталья, вы не успели. И правильный ответ какой был? Гонка собак на санях. На санях. Вот такое вот словосочетание длинное. В 45 секунд, наверное, да, сложно уложиться. Команда красных. Опять Джулус? Алексей. Так, Джулус решился играть сегодня за всех, да? Но Алексей бросает кубик. Это 3. Опять. И опять пантомима. Поехали. Можете показывать. Говорить, губа, губы, Разговаривать. разговор, язык, сигарета, курить, дышать под водой. Можете еще как-то показывать. Активнее. Мыльные пузыри. А, нет. А, этот. 10 перья. секунд. Ага. Перья, перо. 5 секунд. Перья, перо, ну что-то. Ответ какой, Алексей? Пушок. А, пушок. Пушок на губе. А, даже. Да, это словосочетание нужно было Алексею вам показать, и чтобы вы Слово в угадали. слово. А, вообще. Так, игру продолжает команда синих. Пушка. Дина, бросайте кубик.
Так, один. Рисовать. О, ух ты. Поехали. Давай. Так, трактор. Трактор, кабина, кузов. Кузов, кабина. Трак. Ну давай дорисовывай. Погоди. Вы забыли, да, слово? Да, я не забыла слово, я просто не знаю, как оно выглядит. Дина, давай, Так, соберись. Манипулятор? Это Показывать не надо, Который ты снег нарисуй. убирает. снегоуборочная Погрузчик? это 10 секунд. Погрузчик? Нет, что ли? Вариант ответа. Как еще называется его? Пока все равно не угадать. Нет, просто порисуй. Все, это что? Время. Дина, Ответ. какого? Бульдозер. Бульдог. Ага, порисовал. Черт. Это надо будет спереди нарисовать. То, что вот нарисовал. Сзади будет спереди. Но это только мужчина может. Вот как машина нарисовать спереди. Так, давайте команда сине-красных продолжает игру. Мария бросает кубик. Если бы Марии достался бы 4. бульдозер, она бы 4, ура. Говорить. сказала бы, да. говорить. Всё, Да? отлично. Поехали. Предложение? Все подростки в 14 лет получают Слово использовали. Все. Потому что задание было уже слово получение. ну да. Да. Получение Поэтому паспорта. она К сожалению. Все, Но понял. присаживайтесь. Так, Окей. Ирина рвется в бой. Только не шестерку. Смотри. Нет, шестерка, это же будет вопрос от филолога, и вы сразу вырветесь могли вперед. бы, да, А, да? вырваться вперед. Давай тогда шестерку. Бросайте. Так и быть, так уж и быть. Да. 6. Так, присаживайтесь на Присаживайтесь. диванчик, Всё, и давай. вы отвечаете с командой, да. Подберите синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Deadline. Горит, опаздывает. Сроки. 1. Не, ну... Сроки? Отжимаю. Девушки согласны? Согласны? Да. Вы уверены? Да, подождите. Одно слово должны сказать? 45 секунд дается на ответ. У вас Вы есть можете еще несколько подумать. секунд, подумайте. Дедлайн — это когда и сроки. Не обязательно, начинают. что Сроки одно слово как ответ. Одно слово должно? Не обязательно. Нет. Сроки. Пришли срок. Пришел срок. Опаздывает. Срок пришел. У меня дедлайн. Правильно же? Так, время. Ваш ответ? Давайте используем. Срок пришел. Срок пришел, да? Давайте сверимся с преподавателем филфака и узнаем, какой вариант он предлагает нам как верный. Правильный ответ – крайний срок. Срок. Абсолютно Да, верно. верно. 6 шагов. Да, и Наталья, Ирина, делайте 6 шагов вперед. Точно. Ваша Вот фишка у нас синего цвета. Да. Ой, снизу. Сюда. Раз. Нет, в ту Нет, сторону. налево. 2, Два, 3, три, 4, 5 и 6. 6. Отлично. Команда красных. Кто бросает кубик? Джулус. Досмотрелись Захотел на шестерку. фишку, которая вырвалась на 6 шагов вперед. 6. 3. Это Панталея. Опять что ли? Так, да, вам везет сегодня на это задание. Поехали. 2 слова. Красный. Кофта. Снять. Одежда. Снять. Надеть. Ты. Я. Надеваю. Снимаем. Кто? Алексей, можете отвечать тоже. 18, 17. Я могу выйти Да. отсюда? Да, конечно. Полный. Форма. Двойная кофта. Униформа. Двойная кофта. 5 секунд. Двойной. Ответ. Время. Какой? Какой ответ? Свитер теплый, теплый свитер. Теплый свитер. А мне понравился Кофта вариант Никина. Алексея. Двойная кофта. Можно было вот так вот делать, например, да? Ну, это когда О, они показываешь, же не наверное, поняли то, что это теплый, там что-то кофта. такое. Они же говорят кофта, я нужно свитер Да, сказать. и по-другому, как Да, бы вот аналогия по-другому. этого Ага, слова. Да, да. Команда синих, команда пушка. Повтор же, да? Я иду, да? Давайте. По очереди, По да. очереди, да. Наталья, вы.
какая цифра попадется? 5. Пять. Раз, два, Рисовать. 3, 4, 5. Нет, говорить. Вам сегодня Наталья А, обязательно отсюда говорить. же, да? Да, с розового. Раз, два, три, Всё, 4, 5. понятно. Поехали. Не длинный, а наоборот. Короткий. Ага. И когда мы летом куда-то хотим, летом у нас что бывает? Отпуск. Это Короткий какой? отпуск. Нет. Каникулы, отпуск, выходной. Какой синоним-то к этому слову? А, Время. А. Время, определенное время, это что по-другому называют? И Короткосрочный. краткосрочный отпуск. Краткосрочный. Дина, молодец. Всё, Так, и на сколько? 3 Пять же шага было? вперед. Ваша фишка синего цвета. 4 было? Сколько было? 5. Пять было, да? Точнее. 5. Вот розовый. на розовый. А. Раз, два, три, 4, 5. Ура! Вырвались вперед. Вы мощно ушли вперед. Команда красных, давайте догоняйте. Алексей, бросайте. Пожелаем удачи. Дера? Так, 6. так, Алексей, присаживайтесь, Присаживайтесь. потому что для вас сейчас звучит вопрос от филолога. Назовите синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Селфи. 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 Себяшка? Себяшка? Так называется? Ну да, как еще? Фотографировать себя? Себяшка. Себяшка. А как еще? Мы сейчас примем именно этот ответ. Ну, Себяшка. Ну, самого себя. Селфи — это уже фотографирование себя. Ваш ответ И ваш Фотографирование себя. Самого себя. Себяшка. Давайте узнаем, какой же вариант ответа подготовил для нас Дмитрий Жирков. Правильный ответ – фотографирование самого себя. Да, Самофотографирование. Да, абсолютно верно. Двигайте шагов вашу вперед. фишку, она красного цвета, на 6 шагов вперед. Я вас поздравляю. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Здорово, супер. Так, осталось совсем немного до синей фишки. Может быть, вы даже их догоните и перегоните. Команда Пушка. Ирина, да? Ирина. Ирина. Ирина, ваша очередь. Удобно устроилась Ирина, и вставать не хочется. Так. Красавец. Шестерку? Давай. 3. А, Раз, любимая, два, да? 3. Рисовать. Поехали, поехали, рисуем. О, Господи, рука. Рука. Пальцы. Браслет. Браслет. Да, это браслет. Конечно. Это было быстро. Я вас Молодец. предупреждала, что у нас задания могут попасться очень сложными и не очень сложными. В данном случае был не очень сложный. Нет, в другую сторону. Другую сторону. В другую сторону. Раз, два, И 3. У вас остался один Один шаг. шаг до победы. А команда красных продолжает игру, и Мария бросает кубик. Если шестерка, да, вы можете догнать. Да, все, возможно. Один. А, Мария, рисование, ваша Рисование. любимая. Поехали. Бутылка. Кегля. Кегли. Боулинг. Да? Боулинг. Очень тихо сказал Алексей, это боулинг. Один шаг вперед. Один шаг вперед вы делаете. Так, сюда же, да? Медленно и верно приближаетесь к команде синих. Раз. Здорово, поздравляю. Команда синих, я вас предупреждаю, что если сейчас кубик покажет вам цифру больше, чем 1, вам нужно справиться с двумя заданиями. Пантомима и филологический вопрос. Ага. Так, Надеюсь, что не покажет. вам повезло. Дина, только пантомима. Все, поехали. Это сколько слов? 2 слова? Одно слово? 2 слова. Мгм. Что это? Мост? Мост? Свисающий мост. Свисающий мост, Висящий мост. висящий Парящий мост. мост, Мост? мост, Есть такое слово? Мост. Парящий. Свисающий. Ка- Трос. Мост на тросе. железный мост. Ты это по-другому покажи, это что? Что еще по-другому? Давай
Давай, мост. С предметами можете. С двух сторон мост, с двухсторонний мост. Мост, лестница это? Это мост так качающийся мост. Качающийся мост. Какой? Это был подвесной мост. Господи, парящий. Ну, вы немножечко, в принципе, же в правильном направлении думали, только нужно было правильное слово подобрать. Команда красных. Джилус команда очень Альфа. с облегчением вздохнул, бросает кубик. Так, Давайте где шестерку. шестерка моя? Ага. Вот она. Да. Отлично. Так, присаживайтесь на диван. А, да, Почему? точно, Потому что точно. Дмитрий Жирков вам сейчас Да. задает свой вопрос. И если вы на него отвечаете, вы прям приближаетесь к команде синих. Внимание на экран. Поставьте правильное ударение. Договор или договор? Команда синих уже знают ответ. Какие-то трудности, да, вызывает этот вопрос? Шанс 50 на 50. Так и так пользуемся, Оля. Ну, по нормам русского языка правильный ответ у нас какой? Договор, да? На второй. На второй день? Ага, ну, договор. Скажем. Договор. Договор. Давайте Уточните у нас, пожалуйста. послушаем, какой же правильный ответ в этом задании. Правильный ответ – договор. Абсолютно верно, да. И плюс можете двигать свою фишку на 6 Спасибо, да? шагов вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите? Видите, команда Пушка? Они вас уже догнали. И я хочу еще раз вам напомнить, что если сейчас кубик вам покажет больше, чем один, вас То ждет два задания. Кто кидает? Да, Наталья, бросайте кубик. Вам сейчас нужно бросить либо один, либо два задания. Два задания. Первое задание – это пантомима. Как последняя клетка игрового поля выбираем карточку, смотрим на голубой фон. Давайте. Робот. Человек. Бодибилдинг. Человек. Скандинавская. Тихо. Тихо. Бесшумно. Шпион. Бесшумно. Шпион. Бесшумно идет. Подкрадывается. Два слова. Бесшумно. Одно бесшумно. Бесшумно ходит. Бесшумно идет. Бесшумно. Бесшумно танцует. Бесшумно. Это какой-то артист. Бесшумный как бы. человек. Это Бесшумный. Бесшумный. Время. И каков же правильный ответ? Какой ответ? Двигаться бесшумно. Слово двигаться, да. бесшумно. Ну, команда красных. Вы же хотели, чтобы они не угадали. Я вас тут тоже хочу предупредить. Мы не Вам нужно, пожелаем удачи. чтобы вышла цифра 2. 3. Ну, значит, Хорошо. два задания. Первое задание это тоже пантомима. Почему? Поехали. Сколько слов? Два слова. Отдать честь. Дать честь. Ордена. Как полицейский. Так, гаишник. Что делает? ГАИ? Там есть слово ГАИ? Останавливает. Ну да, ДПС. 20 секунд. Слепой. Нет, это ДПСник. Полицейский. Останавливает машину. Можете по-другому показывать. Останавливает машину. 5 секунд. Жезл. Палка. Жезл. Какой жезл? Полицейский жезл. Успел. Успел ровно. Ноль, к сожалению. было, оказывается. Но полицейский жаль. жезл. Очень жаль. Прям очень-очень жаль. Команда синих продолжает игру. Ирина, бросайте. Однерку. Давай однерку. На кону победа. Давайте. Вам нужно один. Три. Это было Поехали. одно слово. Кусок. Откусить. Одно слово? Одно слово? Да. А первое слово? кусать. Глоток. Откусать. Голодный. Лакомство. Лакомство.
Это что? Пирожок. Пирожок. Пирожок! Пирожок! Серьезно, что ли? Да. А теперь второй же, да? Надо было сразу показывать, мы же детсадовские работники. Присаживайтесь. Второе задание от филолога Дмитрия Жиркова. должны Если вы на него отвечаете, вы выиграли. Поставьте правильное ударение. Звонит или звонит? Звонит? Звонит. Вы согласны? Да, звонит. Звонит. Давайте Проверим. сверимся с Дмитрием Жирковым. Какой ответ он предлагает? Правильный ответ – звонит. Да! Браво! Все вместе можете. Пожалуйста. Давайте. Шаг вперед, да? Раз, Да-да-да-да. Победителем сегодняшнего шоу становится команда «Пушка». Поздравляем вас и вручаем вам возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом кафе «Дан-Дан». Ты, ура! Поздравляем вас. Девушки, А вы знали, что будет приз? Команда Альфа, Тогда старались бы. вы очень хотели победить, и вы были очень близки. Одной секунды не хватило. Да. Вот полицейский жезл. Да. Такой, действительно, вы Бывает, могли бы победить на самом Да. деле. Но я думаю, что в финале Сустар вы все вместе, вшестером, одержите Одержите победу. победу. Какое задание вам больше всего не понравилось? Альфа. Объяснение слова Россия. Пантомима. Пантомима вам не Пантомима. очень понравилось. Было сложно. Показывает. Да. Алексей? Пантомим. Тоже пантомиму, да? Какие задания вам еще попадались? Говорить, по-моему, не попадалось. Рисовать. Вот, кстати, с рисованием Мария справилась замечательно. Более просто, Да. ну, действительно, человек За пару увлекается рисованием. Так, а Пушка, что вам не понравилось? И наоборот, что было вот прям классно. Ну, Все ну понравилось. что, не понравилось, нет. Такого не было. Прям такого прям. Вы какие победили, так сложности что были? ничего. А сложности были в том, что прям точку надо сказать вот эти по Да, очереди. слово. Окончание. Да. На санях, вот это вот. А с какими ожиданиями вы шли на сегодняшнюю игру? Вот чего вы больше всего боялись? Может быть, вопросов из школьной программы? Вопросы. Что у нас Боялись. Так, ну, огромное спасибо вам за участие в нашей телевикторине. Мы желаем вам удачи в молодежном фестивале «Мусустар». И, надеюсь, не в последний раз мы увидимся в этой студии. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока! Пока! Пока!